Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня мы говорим о политическом лидерстве женщин. Наш сегодняшний гость – Досалиева Балгакы Абыловна, директор Центра защиты женщин. Здравствуйте! Давайте для начала поговорим о самом понятии. Что такое политическое лидерство женщин? Женское политическое лидерство – это участие женщин в принятии решений на разных уровнях государственного и государственного управления, а также способность создавать команды из своих сторонников, которые имеют схожие принципы и убеждения. Женское политическое лидерство имеет долгую историю и на протяжении десятилетий является сутью изучения политической психологии. Но, несмотря на это, продвижение лидерства и сегодня не теряет актуальности. Последние 10 лет показывают относительный подъем женского лидерства, что свидетельствует о значительных достижениях в области гендерного равенства в политике. Вместе с тем в нашей стране много барьеров и преград, которые не позволяют женщинам занимать высокие политические должности. Совместное участие мужчин и женщин обеспечивает гендерный баланс, и это не только способствует гендерному равенству, но также повышает производительность и эффективность работы. Вот почему так важно, чтобы женщины были на равных правах с мужчинами на руководящих и политических должностях. Что касается барьеров на пути к лидерству, исследования показывают, что наиболее распространенными барьерами на пути к лидерству являются сохранение традиционного патриархального разделения на гендерные роли. Это наличие социальных и бытовых барьеров, недостаточная информированность, наличие двойного стандарта или двух разных стандартов в отношении женщин-депутатов, принятие прогрессивных гендерных законов – один стандарт, а неисполнение данных законов теми же политиками и отсутствие контроля – другой стандарт. Кроме того, у большинства кыргызского народа есть мнение, что политика – это не женское дело, что женщины должны знать свое место, сидеть дома. Сохранение стеклянных стен и потолков. Есть и другие препятствия. Например, если есть женщина и мужчина, занимающие одинаковые позиции, то продвижение по службе мужчины происходит быстрее, в то время как женщин не продвигают по карьерной лестнице под пределом того, что она не может быть эффективной, так как будет отвлекаться на свою семью и детей. Менталитет кыргызского народа предъявляет очень жесткие требования к участию женщин в политике. Во время выборов в таких отношениях, как родство, трайбализм, клановость, поддерживаются только мужчины. Часто люди говорят, мол, она не дочь нашего села или рода, она невестка, ей нельзя доверять, она женщина. Вы упомянули причины провала женского политического лидерства. А каковы ваши предложения по продвижению? У нас есть законы, международные обязательства по продвижению женского политического лидерства, которые направлены на поддержание равенства и равных возможностей. Было бы хорошо, если бы были эффективные механизмы и государственные программы для поддержки равных возможностей. В других странах существует практика финансирования поддержки женского лидерства. Нам также необходимо такое финансирование со стороны государства. Мы уверены, что Кыргызстан будет развиваться только тогда, когда в правительстве будет паритет 50-50% мужчин и женщин. В Кыргызстане наблюдается продвижение женского лидерства при поддержке международных организаций. В Кыргызстане существует неформальная группа экспертов организаций женского движения, усилия которых сильны. Каких успехов достигла неформальная группа женского движения? Например, в 2010 году от членов комиссии, разрабатывающих новую конституцию, поступило предложение исключить из конституции слово «светский». Неформальная группа женского движения совместно с женщинами-депутатами Жогорку Кенеша, молодежью предпринимала действия, проводила акции по сохранению светского статуса кыргызского государства, что привело к положительным результатам. Также они проводили эдвокаси-кампании при принятии законов по продвижению, поддержке прав женщин. Например, акции, общественные парламентские слушания и другие мероприятия о внесении в законодательство более жестких наказаний за похищение девушек против их воли с целью вступления в брак. Хорошо известно, что это явление также препятствует продвижению женщин на политический уровень. Следует также отметить, был проведен национальный форум с участием депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, женщин-депутатов из местных кенешей, целью которого было продвижение и поощрение политических
политических прав женщин в Кыргызстане, в частности, продвижение законопроекта по резервированию мандатов для женщин в айыльных кеңешах Кыргызской Республики. Также имеется значительный успех по реализации закона об охране и защите от домашнего насилия, а также в других областях продвижения гендерной политики. Спасибо за важное и содержательное интервью. У нас в гостях была директор Центра защиты женщин Балгакы Абыловна Досалиева.